Если болеет лошадь, врачи капают в глаза вот такой препарат. Называется он малеин. В течение 24 часов он дает точный результат. Болеет ли животное инфекцией. Что этим лошадям не понравилось? В Галашках сейчас выясняют причины мора животных. Работают ветеринары. Оставить отзыв о качестве бесплатного питания в российских школах теперь можно на едином портале государственных и муниципальных услуг. Пчела, она очень чувствительная, понимаете, вот таким вот препаратом. Вот моментальное отравление, они погибают. И помочь ничем нельзя. Пчелку жалко. Как обезопасить пасеки, уберечь пчел от нитратов и спасти мед? За это берутся в Россельхозцентре. Проведение данной выставки – важное знаменательное событие в культурной жизни республики. Ваши произведения отличают глубокое знание ингушской культуры. Хуже Ахмеду Имагожеву 24 сентября исполнится 60. К юбилею мастера сегодня в Музее краеведения открылась персональная выставка. Сегодня в специализированном зале бокса в Назране прошел финал первенства Ингушетии по боксу среди юношей. Здравствуйте, это новости 24. Предложения по улучшению архитектурного облика городских округов региона рассмотрели сегодня в Магасе на совещании под председательством Махмуда Али Калиматова. Говорили также об итогах деятельности Комитета архитектуры и градостроительства республики, образованного в октябре 2019 года. По словам председателя комитета Лидии Плиевой, одним из основных направлений деятельности ведомства является организация работ по подготовке, согласованию и утверждению схемы территориального планирования субъекта. За прошедший год Комархстроем разработан проект для ее изменения. Проведена работа по его согласованию с Министерством экономического развития России, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Ингушетии. По результатам проведенной работы данный проект утвержден постановлением правительства республики и в установленном законом порядке размещен в федеральной информационной системе территориального планирования. Кроме того, комитетом проводится работа по подготовке градостроительных заключений по отводимым администрациями районов и городов под застройку земельным участкам, в части их соответствия утвержденным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. За истекший период подготовлено и выдано 52 заключения, из них 32 положительных, 20 отрицательных. Махмуд Али Калиматов отметил, что за обликом городов и районов нужно тщательно следить. Над этим всем сопричастным органам необходимо работать во взаимодействии. Хаотичность застройки ведет к безобразию города, района, особенно центральных частей. Надо все площадки, чтобы их архитектор, значит, чтобы вы знали. И тогда концепцию выработать. Нельзя там вот я считаю так и все. Нет, надо обязательно исходить. Там много нюансов. Место расположения, земля, там, да, финансовая составляющая, коммуникационная, свет, газ, вода, там, как, надо все учитывать эти вещи. Вы должны как единый работать организм, и, естественно, там же должен быть глава района и города. Потому что облик их, и они стоят на переднем плане. У нас ведь не поймешь, вот едешь, вот одно, второе, третье. Улицы идут, и там проулки были, да, там. А некоторые улицы есть километр, едешь, и взяли вот эти проулки, застроили. Слушайте, ну я же вам говорил, это же не ваша прихоть там, жалоб, ярды, вожди. Слушай, ты скажи, у тебя документы покажи, убери этот забор. Прям предписание пишите, убери забор. Не идет, значит, идите в прокуратуру. Понимаете, если мы не войдем в плоскость права не войдем, а будем жить по ингушским понятиям, мы не найдем через 10-20 лет здесь вообще где поставить стоянку, не найдем для велосипеда. По понятиям не надо жить. Понятие. Слушайте, ярды сейчас что? Почему человек вот берет там, перегораживает и все молчат? А надо просто сказать, слушайте, вот это незаконно. Не хартсвуха, а незаконно, юридически.
И вот у тебя основания для этого. У тебя вот участок, а ты взял и перекрыл, переулок перекрыли. Ни пожарный не проехать. Там как каменный мешок получается. Вот так вот, там тупик сделали, перекрыли все. Отсюда въезд, улица. Едешь, вправо, влево, некуда уйти там. Руководитель региона отметил, что только за последний год-полтора были построены десятки школ, детских садов, домов культуры, лечебных учреждений. Однако одно дело строить много, совсем другое строить красиво, правильно и по закону, в соответствии с требованиями архитектуры и градостроительных норм. Даже Магаз, который строится по утвержденному генеральному плану, не является в этом смысле образцом для подражания, подчеркнул он. Приготовьте земли. Приготовьте, возьмите вот нацпроекты, вообще, что вы сами думаете, что люди хотят. И возьмите эти, возьмите еще плакат «Жаек», землю, зарезервируйте ее, социальные, которые объекты эти земли в резерв сразу, под социальные все до 30-го года. У меня сердце разрывается. Но неужто вот люди не понимают, живущие мы сегодня, что мы оставляем детям? Ну как это вот? Вот я поехал, Несово какой-то, и вот в поле строится дом культуры. Вообще совесть есть у кого-нибудь? Или кто-то забыл вообще, что это такое? Просто совесть человеческая. Значит, коммуникацию туда надо тащить, воду, свет, газ там, да? Там очистные надо делать отдельно, да? А потом еще дорогу, тропинку, свет. Туда же ребенок не пройдет, там километр... Сколько выезжали мы туда? Километр 2-3, наверное, ехать, даже больше. Это от кромки села. Для них-то нужно хоть час-два, чтобы они пошли там в Дом культуры, в школу, чтобы они удобно пошли, в садик пошли. Но это же дети, понимаете? Ну неужто нельзя вот просто, и вы же там живете, город, район, сельское поселение, я хотел бы, чтобы вы подумали и о детях, и хамху дождей нормально будет. Потому что сегодня много у нас проблем, но эта проблема, эту задачу мы можем ее решить. Мы можем упорядочить земли, мы можем архитектурно улучшить их. Для этого есть комитет, да? Если мы вот поэтапно пойдем, я думаю, через определенное время у нас появится ситуация, которая бы радовала бы не только нас. На вас большая ответственность лежит. Но вам надо с людьми говорить, доносить до них это. Давайте до 1 июня. Вот давайте вот записываем протокол, значит, у Фатахова, значит, защищаете все эти дела. Докладываете реально. План города, района, застройки населенных пунктов. Все конкретно. Сделайте это. И утвердите его. По словам руководителя субъекта, при отсутствии должного безотлагательного решения проблема будет нарастать, поскольку региону предстоит масштабное строительство социальных учреждений, для которых уже затруднительно найти земли в центре сельских поселений и городских округов или шаговой доступности для населения. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Тяжело больную Маку Хамуратову Евлоеву в сопровождении врачей из Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» доставили накануне в Ингушетию. Ее разместили в Республиканской клинической больнице имени Ахушкова, где для нее были созданы все необходимые условия. Возвращение женщины на родину стало возможным благодаря главе республики Махмуду Али Калиматову, к которому обратились ее родственники. Средства на приобретение билетов по маршруту Париж-Москва-Назрань были выделены из Фонда национального развития Ингушетии. Весомый вклад внес благотворительный фонд «Сбор Далакова», а также ингушская диаспора во Франции, которая оказала помощь в погашении долга перед клиникой, где пациентка проходила лечение. Женщина впала в кому после кесарево сечения и по сегодняшний день находится в парализованном состоянии, не разговаривает. Муж женщины перевез ее в Париж во второй половине 2018 года, где она проходила лечение более 2 лет. Я хотел бы выразить слова благодарности французским врачам, которые оказали помощь в лечении нашей соотечественницы Маки Хамуратовой. Хотел бы спасибо сказать. Действительно, они сделали очень большую работу.
Здесь необходимо также отметить роль французских властей, которые по обращению нашей диаспоры, в частности из Сыбокова, оказала содействие в возвращении нашей соотечественности на родину. Это как раз-таки пример вот такого гуманитарного, человеческого отношения между странами. Здесь необходимо отметить очень большую роль Министерства здравоохранения нашей страны, Российская Федерация, которая по моему обращению приняла оперативно меры, оказала содействие по организационным вопросам и по поручению главы нашей республики в медицинах катастроф Российской Федерации осуществила доставку нашей больной на родину. Все расходы по доставке нашей соотечественности были профинансированы Фондом национального развития республики. И, как уже мы знаем, установку главы нашей республики Махмуда Али Макшариповича, это в центре всей деятельности и всех властей, и всех чиновников стоит житель республики. Все должно быть обеспечено для выражения интересов всего, ну, прежде всего, простого человека. Минздрав России разрешил проведение клинических исследований уже третьей вакцины от COVID-19. Разработана вакцина в Центре иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Согласно графику испытания, начнутся в ближайшее время в Петербурге, Кирове и Новосибирске. На участие примет более 3000 добровольцев. Сейчас подходят к концу клинические исследования вакцины от Вектора. И уже зарегистрирован препарат от Центра Гамалеи. Так, в первой партии спутника Ви поступили еще в несколько регионов. По предварительным оценкам, на максимум по производству препаратов от ковида Россия выйдет уже к февралю 2021 года. В Галашках зафиксирован локальный падеж лошадей. Есть несколько версий, но после первичного осмотра ветеринары больше склоняются к отравлению. Все необходимые анализы взяты и отправлены в аккредитованную лабораторию. Подробности у Ирины Цычуевой. Полностью опухло, да? Адам Героев проверяет, все ли нормально на ферме. От неизвестной болезни у него погибли 6 жеребят. Говорит, с лошадьми у него с детства были особенные отношения. Они все понимают и чувствуют. В тот день в таком плохом состоянии он своих животных видел впервые. Я пришел туда, на пастбище, и все, там я увидел, один же ребенок был. Я думаю, первый раз в жизни сталкивался с таким болезнью, Ермудах Хамдеан. Такое страшно было даже, картинка. И раз я прихожу домой на второй день, опять мне звонят, знакомый там парень. Пошел, он тоже, второй тоже такой больной. И раз каждый день, там буквально 3-4 дня прошел этот процесс из отравления. Внезапно они умерли. И действительно, на кадрах этой съемки отчетливо видно, в каком болезненном состоянии находится животное. Лошадь еле дышит и вся извивается от боли. Автор ролика уверен, это отравление. Иначе как объяснить такое поведение? После информации о падеже животных на место происшествия сразу выехали ветеринары. Врачи осмотрели лошадей. В основном заболевания обнаружили у годовалых жеребят. На голове одного животного были явные клинически выраженные воспалительные процессы. Мы пробы взяли от больных лошадей Героева Адама Магомедовича. Эти лошади были подозрения на САП, и мы отобрали кровь на САП и отправили лабораторию Слепцовск и Владикавказ. А скажите, какие признаки были у лошадей? Признаки были лимфоузлы опухшие, у некоторых головы опухшие были. Обнаруженная картина дала повод для того, чтобы провести исследование инфекционных заболеваний лошадей, чтобы исключить инфекционную анемию лошадей, исключить САП и исключить МИТ. Это инфекционные заболевания, которые передаются от друг друга лошади и несут ущерб владельцам животных. Проведя необходимые исследования больных животных, контактных животных, подозрительных животных,
Мы провели прижизненные исследования, аллергические исследования. Врачи исследовали более 20 голов животных, чтобы исключить вероятность инфекционных заболеваний у лошадей. Здесь, в ветеринарной станции, есть все условия и возможности для того, чтобы выявить прижизненные заболевания животных. В данном случае, если болеет лошадь, врачи капают в глаза вот такой препарат. Называется он малеин. В течение 24 часов он дает точный результат, болеет ли животное инфекцией. После первичного обследования инфекция не подтвердилась. У всех лошадей был изъят патологический материал и направлен в аккредитованную лабораторию. У них материал находится на стадии исследований. Предварительные данные показывают, мы созванивались, говорят о том, что там нет инфекции, есть предпосылки отравления. В настоящее время идет работа на стадии заражения животных и выявления токсических веществ. Эти лошади могли отравиться различными выбросами, например, может быть и жителями, может быть какие-то на свалках могли обнаружить. Это ядохимикаты, это гербициды могут быть, которые могут вызвать сильное отравление и интоксикацию у животных. Врачи местной ветстанции теперь навещают Адама чаще. Всю окрестность фермы обработали специальными средствами. Всех животных в неделю несколько раз проверяют. А результаты исследования будут известны уже через несколько дней. Тогда и станет понятна истинная причина происшедшего. Рина Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Оставить отзыв о качестве бесплатного питания в российских школах теперь можно на едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Это позволит повысить уровень его качества. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Помимо этого, аппарат правительства страны и Минпросвещения также будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России. Оставить жалобу или предложение родители могут, заполнив форму обратной связи на портале. Ответ поступит в течение 15 дней. Что-то и пчелам не здоровится. Россельхозцентр получил лицензию на реализацию ветпрепаратов для насекомых. Иммунитет этих трудяг также важен. Они болеют вирусными, бактериальными и грибковыми недугами. Отсюда и массовый мор, который отмечают в стране и в мире сейчас. Лечить пчел нужно правильно, чтобы это не отразилось на качестве меда. Полезная информация для пчеловодов сейчас в сюжете Тамары Хашагульговой. Для одних просто хобби, для других дело всей жизни и основной заработок. Молот Костой – пчеловод с 40-летним стажем. У него порядка 400 пчелосемей. Как признается мужчина, пчеловодство – кропотливая работа, которая требует и терпения, и внимания. Чтобы пчелы делали правильный мед и не болели, за ними нужен тщательный уход. Отец содержал пчел, было несколько, с десяток пчелосемей. А профессионально я уже начал заниматься с 1984 года. Плановые обработки. Эти дают нам более-менее, держать семьи в рабочем состоянии. После выхода расплода, окончательного выхода расплода, они знают, о чем я говорю, пчеловоды. Когда уже не будет полностью расплода, вот тогда нужно сделать обработку. Но и должный уход за полосатыми подопечными не всегда спасает от пчелиного мора. В этом году без ложки дегтя, точнее вредных химикатов, не обошлось. Массовую гибель пчел зафиксировали по всему миру, в том числе и в Ингушетии. В Бердюрте полосатые насекомые отравились пестицидами, которые распыляли на полях сельхозпредприятий. Пчел в Бердюрте держит 5-6 человек. Некоторым из них пришлось закрыть свое дело, потому как все особи погибли. Гербициды. Это отравляющие вещества для таких вот, для пчел, например, для всех животных. А для пчел особенно. Почему? Пчела, она очень чувствительная, понимаете, вот таким вот препаратом. Вот моментальное отравление, они погибают. И помочь ничем нельзя. Сонды, она около чисто семьях, даже 600 тысяч худоса. День нохря, далярч. А так, где царь хуба, пейды, уже аспочвадышим. До 3 миллионов да. Молота Костоева эта проблема частично обошла. Массового мора на его пасеке не было, потому что местные аграрии вовремя предупреждают о грядущей обработке полей. Если есть где-то близлежащие там пчелосовхозы там, или пчеловоды, к ним обращаемся мы письменно, в письменной форме, что мы в течение такого-то времени, в период по такое-то времени будем проводить обработки сельхозкультур. Естественно, в инструкции там написано, как, когда
и какой дозой мы должны работать. Таких, как Молот, в республике около 1000 человек. Для многих из них разведение пасек – это основной заработок. И чтобы сладкое дело процветало, помочь пчеловодам России решили в Минсельхозе страны. Помогать лечить заболевших из-за химикатов пчел будут в Россельхозцентре. На днях региональный филиал получил лицензию для реализации ветпрепаратов. В сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. Это Россельхозцентр наш имеет сейчас право продавать эти препараты, качественные препараты с агробиопромом. И наш уже филиал работает, мы получили прайс-лист, какие препараты они нам предоставляют. Пчеловоды могут быть спокойны. Лечить их полосатых подопечных теперь будут качественными препаратами, которые не навредят пчелам. Прошла курсы повышения в Краснодарском крае и двухнедельные. Мне выдали сертификат и удостоверение. Пчеловоды будут заказывать, какие лекарства им надо. Там же разные болезни. Вот, по заявкам будем работать. Качество ингушского меда успели оценить во всем мире. На международном форуме пчеловодов его признали лучшим. Поддерживать качество марки и не позволять крылатым трудягам болеть поможет Россельхозцентр. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Наш друг, художник и поэт. Песня как отсыл к персоне Мусы Мартазанова. Мастер кисти и слова радует своих почитателей делом. Сегодня в Музее изобразительных искусств прошел его творческий вечер. Хава Газикова вдохновилась. На выставке Мусы Мартазанова представлено более 40 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. У художника даже имеются работы, выполненные в технике художественной обработки металла. К примеру, экспонат, на котором изображен вовнушки, прошел травление металла из латуни. И это далеко не последние удивительные картины, выставленные в этом зале. Хадижа Мизиева посещает творческую встречу Мусы Мартазанова не в первый раз. От его произведений всегда в восторге. Есть даже особо полюбившиеся. Художник и поэт Муса Мартазанов одинаково одарен двумя этими видами искусства. И сегодня была прекрасная возможность лишний раз в этом убедиться. Его поэзия звучала как на русском, так и на ингушском языке. Мастер слова не только увлекается поэзией, он ею живет. Каждое написанное полотно он готов оживить рифмой. Дело в том, что благодаря поэзии я стал художником. Потому что есть моменты, которые художник написать с красками и кистью не может. Но он добавляет словом, и работа начинает играть. То есть я пишу, например, картину и следом пишу стихотворение к картине. Вот, например, я написал картину «Маки», украсил ее вернисаж, притягивал магнитом взор и души грел простой пейзаж. Всегда жизненные и оригинальные. В репертуаре также присутствуют произведения, способные тронуть душу даже самого взыскательного читателя, вынося на его суд размышления о глубоком и вечном, что само собой только радует посетителей поэтического вечера. Я вообще счастлива, что я смогла приехать, посетить такое мероприятие. Мусу я знаю давно, знаю как поэта и как художника. Но сегодня такое приятное, теплое общение в таком узком кругу. Вообще впечатлений очень много. بيتجه يسوق السنة سيديهم بيت اشتغل هينسون ون حدود سمت حاوق هوش يدكش الهم وسوتش حبلدو ضاقو شيدكش موات هم. В общем, слушатели остались довольны. А что еще нужно поэту и художнику? Искреннее признание его творчества. Сегодня Мусу Мартазанова просили читать на бис. Хава Газикова, Майербек Мержоев. Новости 24.
А мы продолжаем рассказывать о реализации проектов, которые отметили на молодежном форуме «Машук». Один из таких – межрегиональный фестиваль молодых блогеров. С идеей на его реализации и организации вступила команда активистов. Работы участников должны быть отнюдь не праздными. В приоритете освещение таких проблем и тем, как наркомания, ПДД, экстремизм. Представители четвертой власти, а именно так называется проект, в сюжете нашего корреспондента. Ильяс Магушков – блогер, участник команды «Ингвайн». Снимает короткометражные ролики о жизненных проблемах и о том, как подходить к ним с юмором. В своем творчестве он затрагивает вопросы наркомании, отношений с родителями и многое другое. Отдельный короткометражный фильм подготовил и для конкурса блогеров. Там я увидел объявление о том, что проводится такой конкурс. Называется, по-моему, «Четвертая власть», и именно поэтому я и решил участвовать в данном конкурсе. Мне показалось, что данный конкурс полезен как для жителей нашей республики, так и в первую очередь для молодежи, которая всегда нарушает правила дорожного движения. Любой желающий. Именно такой лозунг у межрегионального фестиваля молодых блогеров. Площадка должна объединить всех активистов и направить их ресурсы на озвучивание 3 наиболее важных тем в республике – наркомания, ПДД и экстремизм. Важность пропаганды собственной безопасности поддерживает и Мустафа Гомкартиев. Для этого конкурса я готовлю видеоролики социальные. Для этого мне придется набрать команду. Она у меня уже есть. Я работаю над проектом сегодняшний день. Она включает в себе тему экстремизма. То есть мы хотим показать людям, что незнание закона не освобождает от ответственности. То есть с помощью социального ролика мы покажем людям, что есть нарушения, которые мы не знаем, и из-за которых мы можем лишиться своего будущего. Саид Калоев – один из участников команды, которая в начале этого года задалась целью организовать межрегиональный фестиваль молодых блогеров. Проработали свой проект под названием «Четвертая власть». С ним было решено участвовать в грантовом конкурсе Росмолодежи. Получив одобрение и финансовую поддержку, после карантина они приступили к реализации. Фестиваль стартовал 10 сентября. Длится он ровно месяц. В завершении для участников подготовят торжественное мероприятие. В рамках этого конкурса ребята готовят социальные ролики, готовят статьи в текстовом формате, публикуют их у себя на своей странице. Любой представитель молодежи может принять участие. Ему для этого нужно всего лишь подготовить свой материал, направленный на профилактику того или иного негативного проявления, и опубликовать на своей странице, поставить хэштег «Четвертая власть Инк», Инк на английском. И уже мы по этим хэштегам выявляем все публикации. Сейчас на конкурс выставлено уже 50 публикаций. Организаторы по хэштегам находят участников и их материалы закидывают на свою инстаграм-страницу под названием «Четвертая власть». По итогам фестиваля призеров наградят в 3 номинациях. Хава Газикова, Адам Гулоев, Майербек Миржоев. Новости 24. Кладезь профессиональных увлечений – это то, чем живет Хожа Ахмед Имагожев. Художник в самом широком смысле вскоре отпразднует свой 60-летний юбилей. В канун в Музее краеведения прошла выставка, посвященная этому событию. В экспозиции представлены десятки картин, среди которых «Гибель Магаса» и «Девушка в Курхарсе». Поздравить именинника пришли родные и друзья. Репортаж Тамары Хашагульговой. В Музее краеведения сегодня многолюдно. Коллеги, друзья, родственники и поклонники творчества Хожи Ахмеда Имагожева пришли поздравить юбиляра. Музей поздравляет тебя с юбилеем и желает всех благ, счастья, вдохновения и здоровья тебе и твоей семье. Почтили своим присутствием талантливого мастера представители Минкульта региона. Рустам Таркоев зачитал приветственный адрес от Тамерлана Дзейтова. От имени деятелей культуры Республики Ингушетия я себя лично сердечно поздравляю с открытием вашей персональной выставки, приуроченной к вашему юбилею. Проведение данной выставки – важное знаменательное событие в культурной жизни республики. Ваши произведения отличают глубокое знание ингушской культуры, быта и истории, что нашло свое отражение в вашем творчестве, где главной темой является проникновение в глубокие тайны самобытной древней культуры Ингушетии. Ваши работы вносят весомый вклад в развитие художественного дела Ингушетии. Уверен, что эта выставка станет значительным событием в культурной жизни республики. Педагог, археолог, историк, но в первую очередь художник. Это точно о нем, о Хожи Ахмеде Имагожеве, один из немногих, чье творчество имеет свой узнаваемый почерк.
Главная тематика картин художника – далекое прошлое ингушей. Впрочем, жанром, в котором мастер будет писать, определился еще в далеком детстве. Отец часто рассказывал ему об ингушском эпосе, быте и истории, вспоминает живописец. Первую картину я свою масляную, это была копия натюрморта, написал, когда мне было 15 лет. Отец писал стихи, разные поэмы, историческая тема. Нарский эпос, рассказы были. Вот это все питалось. Ян – строитель башен, Калойкан – поверженный, девушка в Курхарсе. На счету у художника около 1000 работ, которые хранятся у поклонников как из нашей страны, так и зарубежья. Интерес его картины вызывает и у коллег по творческому союзу. К примеру, любимое полотно Айны Буружевой – это эпичная гибель Магаса. Тяжело на душе, видя вот эту работу, падение Магаса. Это очень трагично. Это надо суметь иметь такую волю, такое состояние души и владеть вот этой исторической информацией, чтобы передать это вот настолько точно. Это выдающийся художник. Не только совершенствовать искусство, но и передавать свои знания начинающим. Имагожев преподает еще в Назрановской детской художественной школе, являясь примером как для начинающих художников, так и для именитых мастеров кисти. Интерес к творчеству Хожахмеда Имагожева не ослабевает, наоборот, растет. Кстати, сейчас мастер работает сразу над несколькими картинами. Когда их увидят ценители, говорить пока рано. Тамара Хшагульгова, Маирбек Миржоев, Новости 24. 42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» откроют на базе школ региона в ближайшее время. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта образования. Площадки будут использоваться как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и творчества. С 1 сентября такой центр заработал в 5-й школе Икажева. За процессом дополнительного обучения наблюдал наш корреспондент Идрис Ижиев. Оставаться после уроков для этих учеников отнюдь не наказание. Напротив, каждый из ребят посвящает свободное время изучению дисциплин, которые им понадобятся для поступления. Развитие научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества по 3 предметам – информатика, ОБЖ и технология. Основы безопасности жизнедеятельности. Здесь этот урок не похож на школьный. Благодаря специальному оборудованию уделяется больше времени практике. Саид Магомед внимательно слушает преподавателя. Главное – запомнить последовательность оказания первой помощи. Он уже определился с будущей профессией, а благодаря современному подходу в обучении усвоить материал намного легче. Находим солнечное сплетение. 30 раз. В школе манекеныш хамаж ица дик хехт ховасавинко. Бог это че мача это че нaqdudош хама объяснять издут. Мчез деш уосо сенaqdудо царачос. Забанти обоже осами колче. Звуч амулже. Хамнудо. Здесь осваивают такие дисциплины, как 3D-моделирование. Для этого в классе есть специальное оборудование, которое позволяет видеть не только 3D-модель на ПК, но и воссоздать ее. Оборудование для центра «Точка роста» закуплено самое передовое. Компьютеры, интерактивные доски и другие гаджеты, благодаря которым любую теорию можно применить в действии. Есть у нас дополнительные уроки по информатике, ОБЖ и технологии. У нас получается очень много технологий нам завезли сюда, классы оборудованы полностью, все у нас имеется. К примеру, благодаря уроку «Технология» учащиеся изучили конструкцию и процесс летательного аппарата, а также обучились им управлять. Базовые сведения, получаемые на школьных уроках, не могут в полной мере удовлетворить потребность в знаниях, учитывая, что не все способны заниматься самообучением. Значимость эффективной организации дополнительного образования в школе переоценивать сложно. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.
Сегодня в аэропорту Магаз встречали ингушского борца Абубакара Местоева. Он стал победителем профессионального турнира ACA 111. Престижные соревнования проходили в Москве. Наш земляк выступал против русского оппонента Артура Соловьева. О возвращении на родину и реабилитации после поражения в нашем сюжете. Вот так крепкими объятиями в аэропорту Магаз встречают Абубакара Местоева, победителя элитного мирового турнира ACA 111. В профессиональном бою встретились 26 спортсменов. Абубакар сразился с Артуром Соловьевым, у которого на счету 5 побед и 3 поражения. У нашего земляка за карьеру 7 побед и 1 поражение. Эта встреча была непредсказуема, так как Абубакар последний свой бой провел 1,5 года назад. Быстро и стремительно он пробивал защиту врага и провоцировал противника на ошибку. Работал все раунды в стойке, пробивая соперника. Из-за долгого застоя Абубакар играл осторожно, боясь допустить ошибки. После последнего, 3-го раунда победитель был уже определен. Единогласным решением судей статус был закреплен. По бою было видно, что бой был очень тяжелый. И, в принципе, не сказать, что он был легкий. Соперник у меня был заявлен как ударник, так как я сам являюсь ударником. Нам с ним было намного удобнее, можно сказать, так проводить его в стойке. И поэтому это все и сказывалось. Вот эта легкость, эта свобода именно в ринге. То, что встретились 2 ударника. Сегодня Абубакар Местоев горд тем, что оправдал надежды своих земляков. А земляки, в свою очередь, приехали его встречать целой делегацией. Родные, близкие, друзья, ингушские байкеры с чопперами открыли свою фан-базу на площадке парковки возле аэропорта. Все мы сегодня здесь, большая часть мотобратьев, сегодня встречаем нашего брата с такой победой. Эта победа не только его, это наша общая победа. Дал эхту бокал цена, вы килишнага дал эхту бокал прославлять нашу республику. Ассаламу алейкум. Магомед Бачалов, друг спортсмена, делится, что весь вечер не отходил от телевизора, переживал за своего товарища. Бой Абубакара 1,5-годичной давности был проигрышным. Затем последовало моральное восстановление и усердные тренировки. И вот теперь он вновь победитель. Прошло 1,5 года, он вернулся еще сильнее, еще мощнее и доказал, что он лучше. Поэтому хотелось бы, чтобы наши меценаты, люди, у которых есть большие активы, обратили на него внимание, чтобы еще один ингуш был и выступал в UFC, потому что он этого заслуживает, и он может показать наимощнейший результат именно в UFC. Для Федерации смешанных единоборств Республики Местоев стал ключевой фигурой. В этом году ACA заключила с Абубакаром контракт, и уже в конце декабря мы снова увидим спортивное шоу с его участием. А в 2021-м пойдут бои уже других именитых спортсменов. У нас есть много бойцов, которые сейчас ожидают. Это и Далгиев Хамзат, и Юлай Салим, которым уже идут переговоры до конца года, которые хотят выступать. И мы надеемся, что тоже они выступят. А так есть Гулиев Амирхан. К сожалению, из-за травмы он просто выбыл из строя, можно сказать. А так у него тоже контракт с ICA. Также есть Талдиев Рустам, который, скорее всего, подерется до конца года. И Ауша Хамзат у нас. И есть Богатырев Адам, который недавно тоже подписался. Так что у нас команда мощная, и в ICA, и GFC. Там у нас ребята готовы выступать. На ACA 111 выступал еще один наш земляк – Ломали Нальгиев, который смог одолеть оппонента досрочно нокаутом. После карантинного перерыва ингушские спортсмены вновь начали радовать своими долгожданными победами. Диана Дударова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24. Сегодня в специализированном зале бокса Назрани прошел финал первенства Ингушетии по боксу среди юношей. Соревнования памяти заслуженного тренера России Башира Евлоева. Это первая официальная встреча после затянувшейся пандемии. На турнире побывал наш корреспондент Зелимхан Калоев. Секунданты, болельщики, тренеры – все нервничают. Напряжение в зале растет. Юные боксеры дерутся до последнего. Ошибки, финальные схватки, как и сама тактика боя, не прощает. Ребята обмениваются серией тяжелых ударов. Силы у оппонентов почти равны. Но боец в красном в этом поединке все же превосходит противника. Ну, успех тур, левый бежит, на отходе правый тур, это же джеб, все панчи. Солдат молчит, сейчас провалит тур. Та уже второй раунд, хитр, первый раз пробуешь, второй раз хитр. Та дочка с нырком левый боковой тур видит. Что точно котовался.
Второе противостояние не менее амбициозных боксеров. Весовая категория немного тяжелее, 50 килограммов. С первых секунд этой встречи заметно, что боксер в синем углу ринга превосходит своего оппонента в ударной технике. Как итог, после нескольких минут фаворит болельщиков выигрывает. В своей победе он был уверен еще в самом начале. Соревнования проходят в регионе с 17 сентября, хотя стартовать должны были еще весной. Однако пандемия порядком нарушила планы организаторов. Все это время ребята занимались дома. К этому первенству готовились всего 2 недели, поэтому судьи и тренеры во многих моментах снисходительные. Ведь чтобы вернуться в прежнюю форму, ребятам нужно время. Сейчас формат первенства немного поменялся. Мы должны были отобрать команду на СКФО и также отобрать команду, чтобы те, кто отберутся на СКФО, на дальнейшее, на Россию, на Европу. В их возрасте до Европы только бывает последний старт. 16 весовых категорий, более 170 участников со всей республики. В финал удалось попасть только 34 боксерам. В этом году первенство Ингушетии по боксу среди юношей 13-14 лет приурочили памяти заслуженного тренера России Башира Ювлеева, который скончался в прошлом году. Его уход стал большой неожиданностью для всех, кто его знал. Буквально за несколько часов до трагедии тренер присутствовал на турнире памяти его ученика Ислама Тимурзиева. Поздравлял победителей. Вот, например, на дипломах изображены сразу несколько фотографий легенд бокса. Организаторы планируют сделать первенство Ингушетии по боксу памяти заслуженного тренера России Башира Ювлеева ежегодно. Баширу Ювлееву удалось воспитать чемпиона Европы, обладателя Кубка мира и более 2 десятков мастеров спорта по боксу. Среди воспитанников тренера был и Исмаил Илиев, триумфатор многих соревнований. Самые юные участники смотрят на первопроходцев и стараются равняться на своих именитых земляков. Те, кто одержал победу, уходить не спешат и поддерживают своих друзей. Финал определил лучших спортсменов. Все участники соревнований удостоены поощрительных наград. Организаторы предусмотрели кубки по 3 номинациям: лучший боксер, за волю к победе и лучшую технику. После финальных соревнований юношеская сборная по боксу будет укомплектована. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.